Ну, почему нет? Это, естественно, нормально. Политическое решение о вхождении в таможенный союз, союз евразийский, уже было принято давно. Раз назвался груздем, полезай в кузов, как говорится. И, соответственно, это естественно, что отходить от других валют и использовать больше внутренней валюты. В принципе, это ведет к усилению внутренних валют, усилению армянского, там, казахского валюты и кыргызской. Чем больше используем не доллар, евро, там, юань, там, а наши валюты, нашей торговли, ну, это как бы странно, если мы с Россией, с Казахстаном рассчитываемся в долларах. Это сейчас есть такое. Поэтому если будем в своих валютах, это усиливает наши валюты. То есть, в принципе, это нормально. И это естественно для Союза. Раз в Союз зашли, ну, да, конечно, это логично. Зачем мы будем чужие валюты использовать? Понятно, российский рубль сильный, но из-за вот этих санкций не такой уже и прямо популярный, да, согласитесь? То есть текущая политическая ситуация, которая еще сколько неизвестно будет, прям российский рубль не прям самый, да, популярный. Это просто вынуждены работать, потому что с Россией торгуют, да. А так, ну, конечно, экономика сильнее будет. Но я не думаю, сейчас в текущей политической ситуации, я не думаю, что вообще будет обсуждаться переход на рубль или переход на единую валюту. Сейчас политическая ситуация такая, что Россия в такой сложной ситуации, в мировой изоляции, а наши страны не хотят быть в мировой изоляции. Поэтому ни о каком хождении там превалирующем российского рубля или... Там, мне кажется, даже не будет предлагать. Политическая ситуация не та. А наши валюты, да, почему? Наравне с рублем могут ходить хорошие. И даже, кстати, россияне, возможно, будут больше использовать наши валюты именно из-за санкций. Ну, понятно, что наиболее распространенный канал платежей – это SWIFT. Но из-за того, что Россия вторглась в Украину, если вы помните, ее золотовалютные резервы на Западе в основном были арестованы, это примерно 300 миллиардов долларов. Плюс к этому абсолютное большинство российских крупнейших банков, причем не только государственных, но и банков с частным участием в капитале, попали под санкции. Соответственно, Россия сейчас вынуждена прорабатывать все иные альтернативные каналы платежей. Таковые есть там телекс и так далее. И, естественно, эти платежи будут не в долларах и не в евро. И, соответственно, то, что в рублях, в тенге, в сомах, эти платежи уже, так скажем, с Запада же не заблокируешь, потому что их основные корсчета находятся у национальных, у центральных банков стран ЕАЭС. Поэтому то, что она это предлагает, это понятно, но если честно, допустим, киргизские сомы за пределами Киргизии точно никому не нужны. Кто у нас что будет покупать за сомы, наверное, куда мы повезем, но если в Россию, то там будет выручка в рублях. Если в Казахстан, то там выручка будет в тенге. Но опять, нам же эти рубли и тенге тоже не так, чтобы сильно нужны, мы их вынуждены будем конвертировать в нацвалюту. Поэтому просто то, что она предлагает, это естественно, но это не главная проблема ЕС сейчас, там есть более серьезные проблемы. Вообще, по большому счету, долларовые, евровые корсчета в России уже заблокированы. Из-за этого киргизские банки вынуждены были открыть корсчета в других банках, в казахстанских, в узбекистанских, в турецких, в европейских, и начать платежи в тех же долларах и в евро через другие страны. То есть вот этот страновой риск, его нам надо было раньше оценивать, раньше надо было к нему внимательнее присматриваться, и если бы мы раньше бы этот страновой риск учитывали, то у нас давно бы уже были бы корсчета в банках других стран. А, к сожалению, их абсолютное большинство киргизских банков начали открывать после вторжения в Украину, потому что российские корсчета в долларах и в евро стали блокироваться. Ну так. Сейчас главная проблема другая. Понимаете, как вот в ЕС же общий казан в части таможенных пошлин. То есть все таможенные пошлины каждая республика собирает по-своему, потом из общего казана в определенных пропорциях делятся. Но из-за того, что вот Россия вторглась в Украину,
товарооборот России с другими странами резко упал, не на какие-то проценты, а там чуть ли не в разы, а, соответственно, товарооборот, допустим, Казахстана и Киргизии, он резко возрос, потому что, ну, неважно что, да, я говорю, в России все равно уже остались Мерседесы, Жигули, эти BMW и Лексусы, на эти машины все равно нужно закупать запчасти. Просто эти запчасти стали закупаться через третьи страны. И вот сейчас, допустим, тоже Казахстан стал собирать таможенных платежей кратно больше, из общего казана ему достается прежний незначительный скромный процент. И вот эта проблема, ее каким-то образом в ЕАЭС тоже придется решать. Вот. А переход на валюту, он, к счастью, не является какой-то проблемой. То есть надо было открыть курсчета в других странах, в других банках других стран и переходить туда. А здесь, ну, я говорю, вот, допустим, мы поставили какую-то продукцию в Россию. Мы ее продали за рубли, тут же рубли конвертировали в сомы и привезли сюда. И наоборот, если россияне сюда что-то привезли, ну, допустим, тот же Газпром нефть, да, Газпром нефть привезла бензин, они продали выручку за сомы, на эти сомы купили какую-то другую валюту, я затрудняюсь сказать какую, а раньше это были доллары, сейчас я не знаю, какую они валюту покупают, вот, и все равно выручку конвертируют, вывозят отсюда, вот, поэтому это, к счастью, не сложная проблема, но другой вопрос, что нам надо было раньше действительно это страновой риск учитывать и раньше открывать курсчета в зарубежных странах за пределами России. А, к счастью, вот как бы и рубли, и тенге, и сомы, ну не сказать, что они абсолютно свободны в конвертации, но их можно спокойно на рынке обменять, конвертировать. Поэтому все эти системы будут работать параллельно, а SWIFT, она формально, у нее штаб-квартира находится в Брюсселе, но фактически в основном из-за того, что платежи в основном в долларах, я думаю, скорее всего, она контролируется со стороны США. Вот. И, ну, я думаю, вот тот же Китай, они же тоже, видите, у них проблема может быть возникнуть, и поэтому они параллельно со Свифтом прорабатывают другие каналы. Задолго до Свифта была между банками система телексной связи. Вот этот телекс остался до сих пор, просто он был не так распространен, как Свифт. Он менее удобный, менее скоростной. Вот. Но сейчас из-за того, что вот со Свифтом проблемы и санкции, опять начали прорабатывать телекс, его начали восстанавливать. Он делает, и телекс тоже можно делать в любых валютах, в рублях, в тенге, в сомах, в чем угодно.